Испытано на себе. Железнодорожная станция, поселок Беркакит, 8 утра. Всем привет, друзья, это испытано на себе. Сейчас должна приехать вахтовка, КамАЗ, и мы поедем на объект обслуживать железнодорожную ветку. Единственное, пока что я знаю об этой профессии, это то, что мне сказали тепло одеться. Но имея как бы опыт зимовки в тайге, для меня это не проблема. Ну что, пойдемте знакомиться с бригадой. На юг сразу едем. Сразу. Да. Давайте, я за вами. Сейчас залезь сюда еще. Работничек. Всем доброе утро. Доброе утро. Начинаем сниматься. Так, куда упасть можно? Вот посадите куда-нибудь лес. Вот, спасибо. Все, вот тут здесь, ага, спасибо. Ну что, друзья, время начала 9-го, и мы на вахтовке отправляемся на объект. Вот такой компании интересной. Так что я думаю, кадры сегодня будут. Точимся сегодня. Саныч, мы точимся же, да, сегодня? И пьем, и пьем. Ну, где-то подтачиваемся, да? Вертикальный выбрать? Как лучше, так? Гена, а ты мыша не смотрел это? Что, Женя искал ее, нет? А, нет. Потом, когда вы свободное время найдете. А если Жека искал? Крыша, снять. О, кстати, можно там поискать, да? Ну, такая... Кто? Вова же и хотел искать. Да, Вова? Ты же в колодном хотел искать? Кого? Ручку от Так и мыша. сегодня же. А мы смотрели, нету там уже, все правильно, да? Где-то спрятали ее, не найдите. Это орудие труда. Да. Которые не прошли морально-психологическую подготовку. Серый, ну твой с моторчиком, короче, видишь, сегодня на отдыхе. Белого дай! Я хотел, Серый, тебе дать молоточек Вот, свой белый, поработать. Наваренный уже 10 раз, лопнувший. Это на ремонт. Какая техника. Таким способом, как мне сказали, продуваются стрелки от снега, ну и от мусора. Иди работай. Одна из традиций бригады перед выездом на перегон набирать на этом источнике воду. Но вода всегда нужна, тем более в работе. Причем это не простой источник какой-то, сероводородный, да? Или как он? Лечебный. Какой-то, в общем, вода лечебная здесь. Так что, помимо того, что мы будем сегодня работать, трудиться, еще и будем лечиться. Вот он, КамАЗ. Это уже у нас 3-я остановка на пути к перегону. Ну, о КамАЗе я чуть позже расскажу более подробно. Интересный модуль. Но пока вот финальная остановка перед перегоном.
получается, соляра подмерзает, да? Да, вот в этом шланге соляра замерзает и все, и начинается. Эта печка из-за этого не работает, да? Там? Но И как еще, что можно сделать по ходу? сейчас вон засовываю, оттаивать в кабине. А, и по новой, обратно да? ставим. Понял. Сейчас определяем тот участок дороги, где будем производить работы. Ответственная работа сегодня, точка. Самые достойные. Да, ребятки, стойте. По регламенту работают. Конечно. Это у нас экипируются сигналисты, да? Да, это сигналисты, уходим сигналировать, ограждать бригаду. Пока они работают, мы ограждаем, чтобы не сбило поездом. Там какая-то рация на 3 на Ну это может... Геннадий Александрович, проверка связи. Владимир Николаевич, слышно? Не слышат. Все тяготы! Поднимаемся, поднимаемся. Солнышко встает, работа начинается. Так. Насколько я понял, работа начинается с расстановки сигнальщиков, да? Сигнал устанавливаем, ограждаем бригаду, потом начинается работа. А мы охраняем, чтобы не сбило поездами бригаду, все. Ну и все в таком духе. Как далеко надо отходить от места работы? Ну, свистки устанавливаются на расстоянии от 500 до 1,5 километров. Вот на этом расстоянии мы стоим от бригады. Рации есть, да? Рации, связь с собой, все обязательно. Каждые 15 минут выходим на связь, проверяем, чтобы всегда была связь с бригадиром, с руководителем работы. Я с вами не пойду, останусь здесь, ребята. Одной удачи. Фух. Ну что, начинается движ. Будем ремонтировать, обслуживать железную дорогу, которую, кстати, мы здесь, живущие в Южной Якутии, называем Малый БАМ. Приложу руку сегодня. Морозисто крепчает. Минус 32. Фу. Лишь бы камеры выдержали. Ну что, начнем трудиться. Сигналисты Моисеев, Нальгиев, ответьте. Сигналист станции Горький, Нальгиев, отвечаю. Сигналист станции Оборчев, Моисеев, отвечаю. РПТ работает Пирин. Устанавливаем петарды на месте производства работ. Приступая к перешивке угла в сигналистское окно. Доложите о готовности. Сигналист Альгей, со стороны станции Беркакит. Петарды уложены. Понятно. Со стороны станции Беркакит петарды уложены. С Оборчо станции петарды уложены. Приступаем к перешивке угла в технологическое окно. Вместо работы с сигналами остановки. Бдительно. Все, мужики, приступаем. Руководитель работ при перешивке пути и при работах, связанных с нарушением целостности пути, дает указания сигналистам на установку петард. Сигналист, получив данное указание, устанавливает петарды, которые устанавливаются в шахматном порядке по ходу движения поезда через 20 метров. При проходе поезда петарды взрываются. 3 петарды, 3 взрыва. Для машиниста это сигнал остановки. Сигналист в это время, когда петарды стоят, идет поезд, сигналист стоит с развернутым красным флагом и докладывает руководителю работы о приближении поезда. Да, Ну в вот, процессе так, где? эксплуатации происходит наплыв металла на рельсы. Вот.
из-за водействия колес подвижного состава. И чтобы рельс не выкрашивался, стачиваем накаты. Нам запланировано на сегодня перегон Беркакит-Доборчо, работа на 392 километре, на 393 километре, согласно планированного журнала. Работаем по устранению перекосов пути, по подтяжке болтов, по обточке накатов, ну и также в окно у нас запланирована перешивка угла, ну, это исправление угла в плане. Это, как мне сказали, разогревает костыли, чтобы потом они легче поддавались. Егорыч, тут стоят, видишь? Егорыч! Баллы! Да-да-да, обшиву не может взять. Это что за чопики? Это не чопики, это называется пластинка-закрепители. Пластинка просто пробка. пробка. Да, в простонародье. А по-умному пластинка-закрепитель. Вот такой называется. Как он? Подрыватель? Подрывник. Подрывник. Костыли-надергиватель. Костыли-надергиватель. Но вот верхняя часть закрыта, чтобы обезопасить себя от травм, да? Чтобы шляпка не Инструмент отлетала. строгого учета. Номер, как у автомата, как на оружии. И будет смотреть угол. Угу. Хватит толкнуть, не хватит. О, еда! Пару лет назад представили, меня отправили, как раз в командировку. Еда, держи, обшива. Егорыч. Получается, смотри. Вот этот рельс, он рихтовочный, мы его толкнули, да, правый. Угу. Теперь шаблон меньше, чем положено стал. Сейчас вот это расшиваем и будем этот рельс подвигать к тому, чтобы шаблон был как положено. Потому что кривой, вот тот рельс упорный, он главный. То есть он глазовой, по нему смотрит. А этот уже под него подгоняется. Так вот, друзья, чтобы не быть голословным, пришло то самое время на себе испытать. Нифига себе качалка. Так, что делаем? Вот это. Это так называемая лапа. Мы... Пластинку закрепите, установи. А что сделать дальше? Дубль 2. Дальше поехали, Серега. Костыль выдергиваешь, пластинку вставляешь. Понял. Все, настоящий железнодорожник у нас сегодня в гостях. Так. Шевелись, шевелись, Серега. Окна мало. Да, все полностью расшиваем окно.
И обязательно вот этот чопик, как он называется? Пластинка-закрепитель. Пластинка-закрепитель. Сюда в дырочку. В простонародье просто пробка. Пробка. Ногой подопри, Серег, лапу. Да не Упри, пинай, упри просто, упри. Дергай. А он на ногу не прищемит? Вот так вот. Вот так, Серый. Вот. Ой, молодец. Ты прошел проверку на качество, мы берем тебя к себе, да? Я хочу сказать, что с такой работой совсем не нужно считать калории, когда начинаешь обедать. Можно себе позволить и мясо, и сало, и хлеба. Так, ну что, дальше двигаем? Или все? Я все сделал? Можешь снаружи бахнуть. Вторая сторона. Да, также подпирать надо. Нет, упри просто ногой вот так вот, да. О, Чё? Серега, ты делаешь чудеса. главное объяснить, что. Это про костыль хотел сказать. Вот, да. Я сказать, что это... И пусть это не золотой костыль бамовский, но тем не менее рукой его потрогал. Потом его забью на место. Вот тоже будет другая история. Ну что, ну вот, 8 Ставить штук палку. сделал. Уже дыхание. Серег, зарядись такой, чтоб согрел. Отойдите там сзади. Все. Ой, хорошо. Опа-на. Пойдет, пойдет. Нет, не получается. Просто хотел использовать технологию, чтобы не выглядеть как дилетант конкретный. Мне сказали, нужна вертушка делать. Так, раз! Но у меня нету такого опыта пока. Во! Уже получается отлично. Да, видишь, на эту сторону вперед лучше поможет. Нет. И там как раз загнулся, как гвоздь. Нет. Ближе. Ближе. Нет, нифига себе. Нелегкая эта работа. Даешь, дыр. Где? Фу. О! Не попаду. А теперь зашьет Александр Степаненко. Теперь руки профессионала. Вот и все работает. Видали, что творится? О, опа-на! Все, устал. Техника безопасности на шпалу наступать нельзя. Зимой. Потянул много. Фу, ну все, испытал на себе. 10 лет в этой организации. В ноябре был юбилей. 10 лет. 10 лет. Да, здесь. Всю молодость проработал. Ну вот для тебя уже как работника со стажем, да, что вот ты находишь, может быть, романтичного в этой профессии, а что наиболее сложное? Ну, романтика своя, наверное, тоже все-таки какая-то есть. Вот. Но, наверное, она больше стоит, наверное, в коллективе. То есть хорошие ребята все, неважно на каком участке работают. Я до этого работал на Золотинке, на 4-м участке, так что им тоже огромный привет, там тоже мои коллеги работают. Вот. Сейчас работаю здесь, перевелся сюда. Вот. Ну, действительно тяжелый труд это. Тяжелый труд. Работают все, как видим, физически подготовлены, морально устойчивые ребята. Бригада Вот. уже состоявшаяся у вас, да? Да, все ребята давно работают. Кто-то уходит, но все равно возвращается. Есть у нас и такие ребята, то есть не могут. Видимо, что-то затягивает их. Вот так вот, я думаю.
А бывают такие случаи, когда на праздники дергают, вдруг там метель, буран, такое, ну, работа все равно такая, мне кажется, не нормированная, да, если где-то какие-то переметы. Да, конечно, конечно. И ненормированные рабочие дни, работы выходные у нас есть, и чрезвычайные ситуации, есть там метель, пурга. Естественно, все работают, все станции, все монтеры обеспечивают движение бесперебойное пассажирских и грузовых поездов. Конечно, конечно. Ну вот давай о сегодняшнем дне, да, сегодня что предстоит сделать? Ну, сегодня у нас работа по плану, у нас путеизмеритель будет в понедельник, 13 числа, работаем на балловую оценку. Ну, что у нас сейчас, как правило, это укладка карточек и перешивка углов в плане, которые, вот. Пока сегодня вот такой план у нас. Перешивка углов, вот расшифруй, пожалуйста, мне как человеку вообще далекому от этой профессии, это что значит перешивка углов? Это вы, я понял, например, что расшивать, что такое расшивать рельсы, да? Так можно выражаться, да, расшивать? Абсолютно правильно. Ну что значит, допустим, в летнее время мы не перешиваем, почему? Потому что балласт у нас не замерзает, и мы пользуемся гидравлическими рихтовщиками. То есть мы сдвигаем влево, вправо путь, то есть туда, куда нам нужно. Вот. Ну а так зима, балласт все замерзшая, решетка шпальная замерзла. Поэтому приходится выравнивать по хорде, по ординатам, мы перешиваем рихтовочную нитку. То есть мы расшиваем, приводим ее в нормальное состояние и зашиваем для плавности хода. То есть чтобы безопасно ходили поезда и пассажирские, и грузовые. Плавность хода как бы немалозначимый фактор для движения поездов. Поэтому мы занимаемся этим. Я сегодня столкнулся сам, да, вот что значит перешивать и сшивать, да. А мне возник вопрос такой, я просто видел пути, где шпалы бетонные уже, да, а там как происходит это сшивать. Ну, они там то же самое, только без молотков, без гвоздей. То есть они расслабляют, как бы там у них ключи, там уже механизированные. болты, да. То есть как бы они также само раскручивают и также решетку двигают. Но там немножечко попроще. С одной стороны, там шпала определенная для шаблона 520, 30, 35. То есть как бы там. Ну там еще существует такой, как регулировочные пластины, как бы на ЖБ шпале. Вот. То есть ну, тоже свои нюансы у них. Объем работы летом и зимой одинаковый. Если только брать во внимание то, что еще там переметы, ну это упускаем, да? А вот именно по... Ну нет, даже объем работы разный, что летом, что зимой, норма. То есть как бы фактически она должна быть, ну как бы это одинаковая, но зимой, естественно, из-за погодных условий и так далее. То есть столько ты не сделаешь, сколько летом. То есть летом ребята делают объем больше. Объема больше, да? Да. Объем больше. Плюс, ну я не знаю, вы были, нет, присутствовали, когда устраняли мы перекос. То есть сейчас укладка карточек, это расшил, зашил, поставил карточку. Летом просто это все поднимается домкратом, пробивается шпалоподбойками, как бы это и удобней, лучше, эффективнее, потому что карточки надо снимать летом. То есть летом в этом плане работ побольше. Ну и комфортнее по погоде, да? Ну, мы живем в Южной Якутии, да, у нас комфортной погоды, да, как таковой не очень много. Так что... А какой участок закреплен за вашей бригадой? У нас участок номер 7. Это вот по расстоянию-то сколько? 15 километров у нас. 15 У километров, нас, да, 15 это километров. Вот от станции Беркакит до Да. Оборчо, да? Нет, до Оборчо нет. До 87 километра у нас, от 401 километра. А там дальше плюс уже другая бригада, станционный. Да, там дальше идет 6-й уже линейный участок, дальше 5-й, 4-й и так до 211 километра до конца нашей дистанции, то есть до первого линейного участка. Все такие же ребята, все работают, стараются, да, кормят свои семьи. Тяжело, но ничего, справляемся. Все на позитиве. Вот это я тоже заметил, хотел друзьям сказать, что несмотря на этот вот тяжелый физический труд, который сегодня я сам на себе испробовал, все равно, тем не менее, ребята остаются все на позитиве, все улыбаются, есть место и шуткам. И... Ну, конечно, а как без шуток? Юмор должен везде присутствовать. И отчаиваться не надо. Зачем отчаиваться? Человек, который отчаивается, он уже как минимум проиграл. А здесь проигрывать нельзя. Поэтому не отчаиваемся, все работаем. Ну и отдыхаем также дружно. Как и работаем. Тем же составом, так и отдыхаем. Все уже давно друг друга знают, кто-то дружит с семьями. То есть, как бы, ну, бригада уже давно работает. Ну что, друзья, здесь закончили. Едем на следующий участок. Даже пообедали. Вот такой пейзажик у нас за окном. Классический южно-якутский. Такая
вот обеденная зона. Ну и, конечно, вы уже заметили, что ребята позитивные. Поэтому обязательно должна быть музыка. Здесь. Под музыку на работу. Вот такой КАМАЗ. Ребят, ну сейчас давайте посмотрим, где отсек сделали тоже они сами. Вот инструменты. Отсек. Берем. Да, я киянку свою возьму. Киянка называется. Не, это молоток. Я помню по урокам труда в школе киянка деревянная. Да, а здесь... Это Буратино. Пиноккио. Все, ладно, все взяли. Здесь у нас жестко находится. Электричество автономное. Ну, летом, зимой у нас инструментов меньше. Летом побольше, так как объем работ больше у нас. Ну вот, в принципе, в целях безопасности построили себе отсек сами. Ну, вот это примерно, вот смотри, как это происходит. Подожди. Леска представляется к нерабочей грани, Все. вернее, где без износа грань. На плюс Непонятно. Погоди, а вот это что у нас? 3 штриха? Так, вот 89, да, это вот 3 кистики. Вот сюда его. Вот здесь вот. Ну, Да, да, а 2 в 3 это вообще смысла нет. 10 миллиметров. Откуда? Ну, Саныч, у нас скоро 70. Давай его толканем. Не, давай сейчас посмотрим. А она где у нас Там, получается? на плюс, вон те на- Ну. Здесь Где как вот раз. два этих, да, ты имеешь в виду? Ну давай их и плюсанем, что? Да, там на просадке будем толкать. Сейчас посмотрим. И потом Ну давай. вот этот снежок у нас. Ваня, давай покажем. Вот прежде чем приступить к работе, сначала делаются замеры точечные. Саныч! Не, вот это, да, точка? 3 штриха. Да, ну все, мужики, ее от точки до точки готовим. По обоим сторонам. Прямо отсюда, с угла, со стыка начинаем. Да, Саш. мы пробуем костыли. Саныч, со убиваем. стыка поехали, правильно? И туда. Да, да, вот Все туда. понятно. Это вот так называемый глухарь, когда шляпка обламывается. Таким способом заколачивают глухарь. Вот так. Поступим. Да, вот, да. Приморский край, Дальний Восток, станция Ружино. Это дистанция пути ПЧ-8. Это получается у вас командировку отправлять. Для чего? Ну, для обеспечения грузоперевозок тяжеловесных составов массой 7100 тонн. Организация труда Ну, в помощь. В помощь нашим, да? Это какая у вас по счету уже командировка сюда? Сюда вторая. Вторая. А по БАМу предыдущих еще было 3 командировки. Так, ну и об отличиях, да? Какое основное различие, да, в Приморье и здесь, в Южной Якутии. Климатический фактор – это минусовые температуры. Так, что? Чистая? Вот. У нас, значит, сами знаете, широта расположения
с запада на восток, это широта Сочи. То есть Приморье, да? Приморье, широта? да, на одной и той же широте, и климат очень мягкий, благоприятный. Вот. Плюсовая температура в декабре не везде. А зимой. здесь совершенно другое. Здесь да? совершенно небо и земля, конечно. Ну, а одеты тепло вас как бы Да, все, экипируют? все, да, обязательно. В обязательном порядке зимняя одежда, спецодежда. Напряги, он под удар тебе сорвет. Все, помочь ему? Когда, например, снег или метель могут ночью подорвать? Да, это конечно. Но обычно сейчас у нас дошло до того же современной технологии, поэтому заранее известно, когда погода меняется, приходят штормовые предупреждения, людей готовят заранее, назначают на этот вид работы снегоборьба. Ну, если вдруг неожиданно как-то вне прогноза все это случилось, задул ветер или поземка, то само собой вызывает на снегоборьбу. Ну, данный вид работы, допустим, отменяет и нас направляет на снегоборьбу. Ну и также бывают неотложные работы. Ну, допустим, шел обходчик по путям, нашел или там обрыв болта, или еще хуже, там разрыв в цеховом соединении. Тогда сразу все работы отменяются, выдается туда предупреждение и устраняется эта неисправность для обеспечения безопасности движения поездов. После того, как работы закончены, опять проходит проверка, да, с помощью этого прибора, как он называется? ЦУП 3D для измерения шаблона и положения рельсовых уровней, рельсовых нитей по уровню. И что тут можно? Так, получается, вот это вот шаблон у нас 1529 на данный момент идет. И уровень выставляем. Здесь пузырек специальный, чтобы он стал по центру. Так, выровняли его. Так, здесь уровень 99 миллиметров. Вот по этой Это допустимые нормы вообще? Какие? Ну да, здесь идет кривая, на ней возвышение кривой. То есть установленное. В данном случае 100, оно совпадает, 100 миллиметров. Так, шаблон у нас 1529. Ну, в принципе, в допуске у нас идет 1520 минус 4 плюс 8. Ну, в данном случае 1529 нормально. Плюс износ на рейсе, поэтому все в норме. То есть работа принимается, да? Да, работа. В данном случае все нормально. По результатам прохода пути измерительного вагона, по результатам натурного осмотра пути, по комиссионным осмотрам, они, как выявляют замечания, и на основе этих замечаний они составляют план работ на год, на месяц, на неделю и на каждый день. Вот у тебя в руках вот это. Вот, да, вот у меня в руках лента пути измерительного вагона. У нас он проходит 2 раза в месяц, так как у нас пассажирское это движение. оборудованный вагон, да? Да, который выявляет параметры рельсовой колеи. Так, он проходит 2 раза в месяц, ну и по его результатам назначается нам план работ, что надо делать на день, на неделю, на месяц, на год. То есть он как минимум вычисляет участки повреждения, да? Вот. Да, по нему все видно. Да, где хорошо, вот неисправности есть, он пишет. Перекосы, которые маленькие, те, которые выделены красным цветом, это первоочередные работы, перекосы 3-й степени. 2 в 3-ю степень, это в течение
5-7 дней должны мы устранить. И вот на основе этого мы работаем каждый день. Нам выдают планы. Ну что, друзья, сделали дело, прошел поезд. А ведь там где-то и мой забитый костыль. Уже по новому отремонтированному пути. Ну, у нас бригада работает давно. Ну, как знаем друг друга, 10, 15, 20 лет. Поэтому коллектив дружный, все знаем друг друга. Но мы больше как друг с другом проводим времени, чем с семьей даже, если брать. Ну, уходим в 7, 7:30 из дома, приходим тоже в 5. Дома еще мы побыли 4-5 часов спать и дальше на работу. Поэтому мы, так сказать, ну, знаем друг друга. Да, это вторая семья. Ну, так и должно быть, чтобы работа шла тоже, коллектив должен быть дружный. И когда в конце 70-х пришла железная дорога в Южную Якутию, это дало колоссальный скачок для развития промышленной зоны, промышленной индустрии. То есть это и добыча угля, и золота. В общем, район задышал по-другому. И, кстати, с недавнего времени железная дорога пришла уже и в Якутск. И теперь жители Якутска тоже знают, что такое. Что такое железная дорога. Но, друзья, одно дело, когда ты едешь в поезде и смотришь, да, как хорошо, под стук колес. Мне, во всяком случае, спится хорошо, когда едешь в купе, на нижней полочке, под курочку, картошечку. А другое дело, когда ты проезжаешь, что каждый пройденный тобой километр в мягком купе, за этим километром следит конкретно прикомандированная бригада, которые делают труд и днем, и ночью, и в любую погоду, а в погоду, в непогоду еще больше выезжают, и в праздники даже, вот, как вы слышали. Ну и, собственно говоря, зимой это особенно. Так что есть такая профессия, и было испытано на себе. Всего доброго, друзья. Пока-пока. Станции Перкакит, петарды уложены, Соборчо, станции петарды уложены. Испытано на себе.